Течет река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах, шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам, шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Чтоб мир спасенный не забыл героев, идет, взорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной вскипают прямо в облаках, в своих потомках снова возрождаясь. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Внимание, внимание! Начинаем торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Торжественным маршем на параде Победы проходят колонны учащихся Бердикеснянской средней общеобразовательной школы имени Афанасия Николаевича Осипова, военно-патриотический клуб «Мохсолол». Неоднократные призеры улусных военно-патриотических игр «Снежный барс», защитники Отечества, финалисты Всероссийских военно-спортивных игр, призывники «Служу России», победители регионального этапа военно-патриотических игр «Зорница 2.0», руководитель клуба Тарасов Владимир Ефимович. На парад Победы вступает колонна учеников Бердикеснянской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова, военно-патриотический клуб «Орлан», неоднократные призеры и победители муниципальных республиканских военно-патриотических соревнований, руководитель Кадима Фахид Рамис Аглы. Четким строем проходят на парад Победы ученики Бердикеснянской улусной гимназии имени Василия Васильевича Филиппова, победители и призеры региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты и дипломанты республиканских всероссийских научно-патриотических конференций «Шаг в будущее. Открой в себе ученого. Ларионовские чтения». На парад Победы в стадион Чепчал вступает колонна бойцов отряда государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 16 по Горному району. Колонну возглавляет начальник пожарной части Петров Валентин Анатольевич. В пожарной части работает 6 ветеранов противопожарной службы, 10 отличников противопожарной службы. Личный состав активно участвует в спортивных культурных мероприятиях, проводимых в районе. На параде Победы участвует коллектив Центральной районной больницы, главный врач Григорьев Егор Петрович. Горная ЦРБ успешно решает стоящие перед ней задачи, развивает специализированную и
систему здравоохранения, развивая медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь и формирует у населения ответственное отношение к своему здоровью. На парад Победы вступают ветераны боевых действий. В горячих точках на земле они отдали долг отчизне и с клятвой верности стране, собой рискуя шли по жизни. На стадионе Чурчан главный символ победы – штурмовой флаг 150-й негритской стрелковой дивизии. Именно это алое знамя, вооруженный над Рейхстагом, возвестило всему миру, что советский воин дошел до Берлина и разгромил ненавистного врага. Сегодня флаг Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, гордого Улуса и знамя Победы гордо держат в своих руках учащийся Бердикстянской школы имени Семена Данилова. Победитель республиканских соревнований, капитан военно-патриотического клуба «Орлан» Егоров Сулустан, активист школы, участник всероссийских конкурсов, спортивных соревнований, Кононов Конан, призер международных игр Дети Азии, чемпион России среди юниоров, многократный чемпион Республики Саха-Якутия Ковров Айхан, чемпион, призер республиканских турниров, всероссийских турниров по полевой стрельбе Баранов Никита. Улукайы кылбылара, тырынча 945 жылларда Мосустар отут күнігері өстер арғанар Берлин коракка фашистскай Германияны күйі дүнгер Рейхстаг үтілен кытыста умайбыда. Күйі кылбылар уройы айқал болдым. Ура товарищдар! Внимание! Звучит гимн Российской Федерации. Бүгін ақтан санана ғырқайын, сери ғыр толаны бар, сырдық тыңнарын толы құрбыт, бейге қос әйелер бітін, ұбайдар бітін, тайдар бітін. Гордыл ұғыттан ағадайды ұлу серейтігер, ағы сөз ағы 16-та әр жон өті кездерін толыры бар бұттара. Бұжантан 410 кеге сери ғыр толаны бар, сырдықтың арабысты бұта. Сақа серин үрдінен 6-12-тігінші 401 кеге күйіні ұғансан, бейге ұйғылақ, жоллақ олақ қолырыр бұтығар, күйіні ұғансы бұттара.
Бүгін бейгі кәкке бітігер, горны луғығар, 34 тыл бітірәне, 131 сери тулаяқтары балдар. Бейгі барға мақтал бұтын терде бет, әйге жаройду бұғығыдығар. Бүгін Украина территориятыгар анал байыны жайыга бейгі олаттар бұд фашизмы торы оқсуасын жандар. Горны луғыттан 162 кеге манна бәй бағат түнен үңіріні ұлынан күйіні ұғансасын жандар. Горны луғын жаны сәргеті бары бір кеге құрдық. Түмсүйләқті кинерге күз көмі өйбіл боларғыдығар. Бейге ұл жалтын атыптан әме мақтал бұтын білдер әбет. Бағарабы тәйеқі қытанық дорубияны сидейілері жоллақ ұйғылақ олығы. Тұрғырдың әйе, тұрғырдың көйі, ұра таварстар! Уважаемые жители Горного Улуса, сегодня мы вместе со всей страной, со всем прогрессивным человечеством отмечаем величайшую победу в истории. Это победа в Великой Отечественной войне. Более 30 миллионов человек пали на полях сражений. Это была самая кровопролитная война в истории человечества. Но, к сожалению, до конца мы не искоренили фашизм. К сожалению, неонацисты на Украине развязали новую войну, и нам пришлось защитить мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Наши ребята в составе почти всех подразделений принимают активное участие в боях. Хотел бы от имени всех ребят, которые с оружием в руках сейчас защищают нашу Родину, сердечно поздравить вас еще раз с этим великим праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой. И всех, кто ждет своих мужей, сыновей дома, пожелать им оптимизма, не падать духом, все вернутся домой живыми и здоровыми. Слава Великой Победе! Слава воинам-победителям! Ура, товарищи! Перед вами выступает военно-патриотический клуб «Мовсогон» Бердыгистянской средней общеобразовательной школы имени Афанасия Осипова, руководитель клуба Тарасов Владимир Ефимович.